Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Передвижная экспедиция Северо-Арктического лектория имени Русанова – это уникальный российский научно-просветительский проект, стартовавший в феврале текущего года. Проект, реализуемый на вездеходах-амфибиях «Звезда» Т-24 при поддержке РГО, направлен на популяризацию Арктики, ее истории и науки через передвижную экспедицию по арктическим регионам, такие как Ямал, Якутия и Таймыр. Наш гость в студии сегодня Андрей Корх, руководитель экспедиции, член Российского географического общества и член Ассоциации полярников. Андрей Алексеевич, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Расскажите, как вообще случилось так, что вы отправились в экспедицию, и кто помимо вас еще принимает участие в проекте? Начну, наверное, с самого начала. В сфере своей деятельности мы очень часто и много проводим время в Арктике, на севере. Это различного рода экспедиции, которые проходят. И что отличает экспедицию от путешествий? У экспедиции всегда есть большая какая-то цель. Это или самодостижение какой-то точки, с точки А в точку Б, или просветительская деятельность, или как бы другие какие-то исследовательские вещи, которые происходят. И вот в прошлом году у меня появилась такая мысль и идея, что когда, вот, допустим, это от своего опыта, когда мы приезжаем в северные поселки, то мы выглядим как определенного рода инопланетяне. То есть мы добираемся в труднодоступную точку, приезжают вездеходы, приходят люди, как бы для всех, для маленького поселка это всегда событие. А тем более для детей, потому что детям всегда интересно, детям мы всегда рады поделиться своими историями, показать то, что у нас происходит. Тем более мы еще медиапроект, то есть мы это все снимаем, и всегда вызывает это очень большой интерес. И появилась идея сделать именно экспедицию не в рамках достижения, а в рамках того, чтобы дать что-то более полезное людям в рамках самой экспедиции, не только для себя. И вот мы начали придумывать историю передвижного лектория. И как впоследствии оказалось, что подобной истории нету не только в России, но и во всем мире. То есть получается так, что лекторий, который в этом году в тестовом варианте в таком проехал сразу 3 региона, оказывается очень даже уникальная история не только для России, но вообще для всего мира. Подождите, а вот как? Вы приезжаете, например, на Ямал и рассказываете лекции о Ямале или о других арктических регионах? Это очень хороший вопрос, потому что изначально мы, когда уже создали проект и начали заниматься наполнением, мы начали это все делать вместе с Русским географическим обществом. И как раз мы выбрали ряд фильмов. У нас еще расположена в вездеходе передвижная фотовыставка «Самая красивая страна». То есть и здесь такая уникальность тоже небольшая есть. Из-за того, что выставка проходит в крупных городах России, в Москве, Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, допустим. А здесь, в маленьком каком-нибудь северном поселке, Юренхая, допустим, как в Якутии, или в Саскалахе, в красивые фотографии можно посмотреть прямо в нашем вездеходе. И вот как раз, когда мы выбирали программу, что мы будем показывать, нам хотелось показать именно историю Арктики, историю Севера. Но вот как показала практика и вот опыт тот, который мы прошли сейчас уже в рамках этой экспедиции, между прочим, мы провели 15 встреч в разных поселках со школами, то оказывается, что самым актуальным остается все-таки не показывать общую какую-то историю или общую картинку, а создавать все-таки проект под регион, под район, в том, где и проходят лекции. Потому что на самом деле информации очень много, но дети ее очень плохо воспринимают или не знают ее вообще. И вот сейчас мы планируем уже следующий год, чтобы как раз если дети Якутии, показывать про Якутию, говорить про свой район, где это все происходит. Слава богу, в современном мире все это позволяет сделать, снимать, смонтировать, тем более как бы всем этим мы как раз и занимаемся. Сколько километров в итоге пройдено? Какие регионы затронуты? Тоже вот как раз говорить про то, что мы хотели в этом году сделать пилотный проект и проехать непосредственно только Ямал, чтобы как раз отработать программу, посмотреть, как это все выглядит вживую. То есть не так, как мы ее придумали, а действительно в полях. И когда проект создавался, мы должны были проехать Ямал по кругу, закольцеваться. Но с нами связываются власти Таймыра, континентального Таймыра, Красноярского края, говорят, вам здесь совсем недалеко, давайте, может быть, и вы приедете к нам, интерес есть, как бы проект интересный, действительно, давайте к нам. Мы перерисовываем маршрут, решаем, что мы будем заходить на Таймыр, и когда вот мы уже объявили, что в этом пилотном проекте и этого года будет уже 2 региона, то с нами связывается моя родная Якутия. Я говорю родная, потому что я вообще-то родился и вырос в Якутии. Да вы что? Я с поселка Айхал, Смирнинского района, поэтому
это было очень символично и финишировать, и вообще зацепить в этом году в пилотном проекте, именно в пилотной версии проекта, и Якутию тоже. И когда нам предложили, говорят, а вы что, не приедете домой, вы не приедете в родные стены, в родную Якутию? Я говорю, да, давайте, как бы, и мы перерисовали маршрут еще раз, и в общей сложности за 1,5 месяца мы прошли 8 тысяч километров, чуть больше даже. Так, теперь о транспорте. «Звезда Т-24», вездеход-амфибия. Это как раз вездеход, на котором у нас построен сам лекторий. Вообще в экспедицию у нас принимало сразу 2 единицы техники. Это техника от вездехода, от завода вездеходов амфибий «Звезда». Это новая техника, она с прошлого года только начала создаваться под этим брендом. И я вам хочу сказать, что на данный момент, это мое личное мнение, как бы мнение всей нашей команды, что это самая надежная техника, которая сейчас есть именно подобного рода, подобного класса. Потому что все то, что сравнивается, это не дотягивает или по размеру, или по качеству сборки, ну и вообще как бы в целом. Потому что вот за 8 тысяч километров у нас не происходило поломок, мы вот именно ехали и занимались непосредственно делами, а не занимались вот обслуживанием или постройкой техники именно в самой дороге. И это отечественное производство? Да, конечно, завод находится у нас в Нижнем Новгороде. И мы хотели, когда готовилась экспедиция, мы вообще хотели своим ходом доехать до Ямала, но у нас поджимали сроки. И мы все-таки решили, что мы ее доставим до Ямала. Но вот следующий год мы уже планируем, что все-таки и с точки старта самой экспедиции машина должна, вездеход должен добираться самостоятельно. То есть трудностей никаких нету, техника показывает себя хорошо, у нас все хорошо, поэтому советую. Хорошо, да, вот просто главное, чтобы такие вот вездеходные машины, которые не ломались, появлялись бы почаще в свободной продаже. Вы отметили, что, да, действительно, эта история нам прекрасно знакомая, когда в маленький поселок приезжает иностранец, приезжает путешественник, еще кто-нибудь, не знаю, музыкант. Это всегда для поселка большое событие, для населенного пункта. Как вас принимали школьники, жители населенных пунктов? Да, совершенно верно, потому что это что-то из ряда вон выходящее, потому что, да, много экспедиций едет сейчас на наш север, именно через Якутию очень много проходит, причем и иностранных экипажей очень много проходит. Но когда ты приезжаешь на нестандартной машине, то есть вот в нашем случае это 2 вездехода, один, который имеет 4 оси, то есть это 8 колес, другой 6-колесный, и наша высота там 3,20, 3,5 метра. То есть, конечно, это такой двухэтажный дом к тебе приехал, еще выходят люди, еще тебе дают какие-то там знания, какой-то разговор. Это вызывает внимание не только детей, то есть и притягивает, потому что мы общаемся со всеми. И вот я хочу сказать, отметить такую историю, что мы когда еще были на берегу, когда создавалась экспедиция, какой был как бы план или какое было наше видение? Что мы приезжаем в поселок, разбиваем детей на группы, на 10, там, 15-20 человек. Вот у нас самое большое было 20 человек одновременно находилось в вездеходе детей. И проводим лекции, и как бы на этом все у нас условно и заканчивается. И первая наша лекция была в Новом Уренгое, где пришло около 100 человек. И само мероприятие мы уже делали на базе такого дома творчества, где мы пообщались, поговорили. И самое большое за эту поездку мы провели тоже на Ямале, село Ярсале. Мы провели мероприятие для 1500 детей. Это большая школа-лицей, большое учебное заведение, где мы приковали внимание, мне кажется, всего поселка. И у нас поджимали сроки, мы быстрее хотели добраться уже до Якутии, потому что идет весна, вот сегодня прекрасная погода в Якутске. И мы говорим, все, мы не можем оставаться, давайте еще. У нас уже начали приходить после работы взрослые, и интерес очень большой. И вот, допустим, Ирина Хаян нам говорит, а вы на сколько приехали? Мы говорим, ну вот мы буквально сейчас проводим лекцию, все, в смысле все. Вот это гостеприимство и открытость того, что ты не просто приехал и не просто транзитом, ну это нужно пережить на самом деле. И когда мы говорим, что мы сегодня же уезжаем, мне говорят, как, а завтра там одно мероприятие, там третье, давайте. Мы думали, вы к нам на неделю. И вот сейчас как раз тоже мы от нашего опыта хотим отталкиваться с тем, что все-таки в поселке нужно приезжать не на 1-2 дня, а быть какое-то большее количество времени, чтобы как раз было время пообщаться с большим количеством детей, и со школьниками, и со взрослыми. Ну и как бы все приходит с опытом. Ну вот Урюнгхая, это же буквально на краю света.
самый популярный вопрос, который вот мы там задаем, кто был на мысе Пакса, и дети говорят, то есть мыс Пакса — это самая северная точка Якутии и Дальнего Востока. И в нашем понимании это вот совсем там на заднем дворе находится. И когда мы детям говорим, а кто-нибудь был из вас на мысе Пакса, то, ну, конечно же, нет, потому что труднодоступность, нету вездеходов, которые добраться в поселке. И да, это вот прям край земли, край географии. И вот именно для этого мы и захотели создать проект, чтобы приехать и рассказать, и показать, что это все гораздо ближе, чем может как бы показаться на самом деле. Потому что даже в самых маленьких поселках что-то происходит, и кто-то приезжает. Помимо Юринхая, в каких населенных пунктах в Якутии еще успели побывать? Понятно, что там по одному денечку буквально. Юринхая, Сыскалах, Оленек мы прошли транзитом, были в городе Удачный, в моем родном поселке Айхал, в Мирном, Вилюйск тоже пришлось пройти транзитом. И вот сейчас Якутск. Вроде бы все, вроде бы ничего не пропустил. Но вы родом из Якутии сами. Обычно же так бывает, что когда живешь в Якутии и понимаешь, что надоели эти холода, невозможно, хочется перебраться куда-то, где потеплее, там какой-нибудь Краснодарский край. А как получилось, что вы вообще стали полярником? Полюбили холод буквально? Ну, я же здесь родился, как бы я родился в холоде, и как раз, когда приезжаю сюда, мне кажется, я даже себя чувствую совершенно по-другому. То есть холод — это частичка, наверное, все-таки вот этой полярной жизни, и частичка, ну, это громко будет сказано, но частичка меня тоже. И мы как раз про это тоже вот говорили в Мирнинском районе, потому что очень большой отток населения идет, и дети после школы, они, конечно же, уезжают получать профессии, и как раз после получения профессии очень мало назад сюда возвращается. И как раз я с ними делился своим опытом, говорю, я как бы ваш путь уже прошел, я тоже был маленьким, я тоже уехал, но я очень рад, что мне получается возвращаться в Якутию, возвращаться на север, причем как бы моя работа связана непосредственно с этим. И мы вот как раз говорили про выбор профессии, вообще как бы про дальнейшее вот мироощущение и именно куда дети хотят отправляться, то на самом деле за последние вот несколько лет, которые мы вот ездим с проектами, сейчас я отметил для себя, что очень многие хотят себя связать все-таки с севером, то есть или вернуться, или все-таки какие-то профессии выбирать те, которые вот здесь могут быть актуальны. То есть и значит, что Якутия будет процветать, скорее всего, и Дальний Восток, ну как бы в целом вообще. Ну и у нас остается не так много времени. Куда экспедиция направится дальше? Поделитесь своими планами. Сейчас в городе Якутске это наш финиш. Техника сейчас обслуживается, техника у нас встанет здесь уже на стоянку. Надеемся, до следующего сезона у нас будет время как раз подготовиться. И мы уже... Мне очень нравится такое понимание, что каждая экспедиция, если она не рождает другую экспедицию, значит, наверное, у тебя что-то было не так в этой. И сейчас мы уже полноценно готовимся и думаем про следующий год, про следующую историю. И надеюсь, что это будет закольцованная Якутия. Как раз с нашим проектом с лекторием мы хотим проехать по всей Якутии, по северной, также по восточной, ну и спуститься на запад, и также закольцеваться и опять вернуться в Якутск. Стартовать с Якутска и вернуться в Якутск. Так что я думаю, что мы с вами еще увидимся. Да, я думаю, что более чем. Спасибо большое, Андрей Алексеевич, Вам что большое пришли спасибо. к нам сегодня. Да, заезжайте. До свидания. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.